Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня воскресенье, мы долго спали, накормила детей завтраком, они заняты своими делами, и я решила им испечь кекс. Шоколадный кекс, можно сказать. И заодно решила показать вам, как я пеку им кексики. Давно я ничего не снимала, почему-то у меня времени не хватает. Во-первых, у меня сломался компьютер. Компьютеру уже 10 лет. Покупала я компьютер, когда Кирюша пошел в школу, в 1 класс. А теперь он учится в 10 классе. Вот 10 лет бесперебойно служил нам наш компьютер. Кирюша посмотрел и сказал, что надо менять жесткий диск. Остальные все нормально. Вот придется мне мастеру показать. У нас ремонт бытовой техники нет, но есть частники. Попробую с ними договориться. А сегодня я хочу уже монтировать ролик у Кирюши в ноутбуке. У него ноутбук есть, мы осенью купили. За хорошее поведение, вроде за хорошую учебу, решили поощрять. Он занимается программированием, поэтому решили ему купить ноутбук хороший. Но он считает, что самый хороший. Я не знаю, я в них не разбираюсь. Ну вот сегодня я хочу вам показать, как я делаю кекс. Ну, очень просто. Если к чаю ничего такого нет, детишкам охота сладостей, иногда бывает печенье заканчиваются, варенье у нас не едят, дети отучились варенье кушать. Вот. Конфеты есть, конфеты тоже покупаем в магазине. Но теперь решила я баловать их своим вкусным кексом. Вот у меня здесь сметана, здесь 300 грамм, 15%, можно любой, конечно. Если у вас семья большая, то можете побольше взять. Не 300, а 600 можно. Сметану положили. И пол чайной ложки соды. Все это перемешаю. Многие, когда кекс пекут, соль не кладут. Я кладу немножко, чуть-чуть. Мне так нравится. Кажется, так вкуснее. Сюда же кладу сахар. Я кладу 250 грамм. Стакан у меня 250 грамм туда уходит. Ну, кто-то может 300 грамм. Это на ваш вкус. Но я думаю, 250 грамм достаточно. Сюда же кладу 3 яйца. Куры несутся. Яйца не покупаем. Сюда же кладем пару столовой ложки какао. У меня какао российское. Мне нравится. Можете любое какао класть. Какой вам нравится. Все это хорошенько перемешаем.
У нас Юлия на работе, на вахте. Сейчас дети у меня живут, девочки. У меня 4 детей, они у меня послушные, помогают, поэтому мне с ними вообще не тяжело. Сюда кладем 380 грамм муки. Может быть и 350, может быть и 400. Поэтому сразу все не кладем, потихоньку. Юлия приедет где-то после 15 марта только. Детей вожу на лыжную базу. У нас очень много было соревнований. Мы где-то занимаем первые места, где-то вторые, где-то третьи. Иногда бывает, особенно в городе, приезжаем без места. Ну, места 4, 8, 7. Ну, особенно вот Ишимбае. Там открыли биатлон. Наши дети занимались, соревновались биатлонцами. Конечно, они хорошо тренируются, у них хорошие лыжи. Ну, у нас тоже, я не могу говорить, что у нас совсем плохо, у нас тренера тоже хорошие. Мы занимаемся каждый день. Сейчас у нас еще новый тренер. Он по-своему тренирует детей, дает немножко нагрузку. Но видно, что идем вперед. Позавчера у меня Савина уехала в Уфу. Там в команде несколько человек. Вчера они занимались по коньковому, а сегодня по классике. Не знаю, какое место займет, займет ли. Там тоже республиканское все. Вся республика там собирается. Ну, самое главное, пусть ездит, пусть узнает. Это для нее будет стимул. Я с удовольствием отпустила. Устроили их в хорошую общежитие. 3 раза хорошо кормят. Занимаются, знакомятся с другими детьми. Опытами делятся. Ей нравится. У нас впереди еще много соревнований. Недавно мы ездили в Мякинский район. Там получили 2, 3 места. Младшая заняла 2 место. Сабина заняла 3 место. Ну, дети обрадовались. А больше всех я обрадовалась. Принесли они медали, дипломы им дали. Там организовали чаепитие в Баязите. Нам все понравилось. Вот какие медали нам дали. Красивые. Хочу похвастаться. Это уже, как только уехала Юля, мы уже 4 медали приготовили. Дипломы, сертификаты. Ну, это наша гордость. Я же говорю, я больше детей радуюсь. Им тоже, конечно, приятно. Пусть занимаются, чем на телефоне сидеть. Девочки стараются. Спортом заниматься надо справку взять у врача. А Владу разрешается просто спокойный спорт. Как сказать, для себя просто кататься на лыжах или что-то, но он что-то не хочет. Он ходит в музыкальную школу, а Кирилл тоже пару раз
ходил, катался на лыжах, но он занят, он занимается программированием. Я даже не замечаю, как у нас время проходит. Все так быстро. Встаем и ложимся как будто. До обеда я занимаюсь домашними делами. В выходные все вместе работаем. Сегодня вот решили затопить баню. Хотели вчера, но Сабина у нас сегодня вечером только приезжает. Поэтому мы решили ее подождать. Ей тоже после лыжни надо будет париться. Вот у меня такая формочка есть. Я не знаю, гелевая как называется. Не знаю. Вот сюда немножко я налью, накладу. Полный класть не будем, потому что кекс поднимается всегда. Извините, я вам не показала, какое состояние. Вот посмотрите. Сейчас я включу электродуховку. Выбираю выпечку. При 180 градусов пеку я 30 минут. Но потом проверяю. Вот и все. А рецепт я оставлю под видео. У меня есть еще вот такая форма. Это давнишняя. Сюда тоже сейчас немножко. Сюда ложкой вот так. У нас погода была очень теплая. Вчера где-то 3 дня минус 13, минус 14. Но все равно дети занимались. Дети с удовольствием, то есть мои девочки ходят с удовольствием на тренировку. Они не пропускают. У нас в Стерлибашеве есть бассейн. Кто занимается на лыжной базе спортом, детишкам бесплатно. А пенсионерам 75 рублей, а рабочим 150 рублей за час. Я думаю, это недорого. Я еще в этом году не ходила, не купалась из-за болезни. Сейчас я себя отлично чувствую. Слава Всевышнему. Мне дали 3-ю группу по общему заболеванию. Но у меня и сахарный диабет, и сердце, и все, видимо, поэтому дали по общему заболеванию 3-ю группу. ЖКХ 50%. Еще к пенсии немножко. Ну, немножко, да, ну и ладно. Если не дали бы, не могли бы выпросить по лекарству, не всегда бывает бесплатно. Иногда приходится особенно дорогие лекарства покупать. Ну, что ж поделаешь, хорошо, что есть. Есть средства покупать лекарства. Выполняю рекомендации врача. Вожу детей на лыжную базу, сама тоже там катаюсь. Мне дали лыжи, ботинки, палки. Там, конечно, и прокат есть, но мне дают бесплатно за то, что я своих детей вожу. Вот. Катаюсь, даже бывало 1 раз до 8 километров. Ну, там круг 1 километр, я 8 раз прошла. Но я быстро не катаюсь, я как будто хожу. Ну, теперь начала немножко нагружать себя. Сначала
километр, потом 2, потом 3, 4, 5, 6, 7. Вот один раз только 8 прошла километров. Ну, так-то нормально, чувствую себя хорошо. Слава Всевышнему. Там свежий воздух, вы знаете, там сосны, там совершенно как будто другой климат. Это для меня очень даже полезно и для детей. Там можно всем приходить заниматься, лыжи в прокат дается. Но люди приходят своими лыжами, можно своими лыжами кататься, можно прокат брать. И очень удобно, красиво, музыка играет. Дети дружные, кто туда ходит. Наша команда вообще дружная. Мальчики и девочки все вместе занимаются. Я пекла кексы при температуре 180 градусов 40 минут. А здесь я в электрическом при 180 градусов 30 минут. Кекс остыл. Сейчас я вам красоту покажу. Посмотрите, какая красота. А этих маленьких я пекла в газовой духовке. Посмотрите, какие они красивые, аппетитные. Вот такие кексики маленькие. В любое время можно печь. Посмотрите, какая красота. Как будто маленькие корзиночки. Вот они внутри испеклись тоже. Очень вкусные. Если у вас есть желание, можете печь, баловать своих детей, внучат. Рецепт я оставлю под видео. Но на этом я свой ролик заканчиваю. Всем желаю всего самого-самого доброго. Доброго здоровья, удачи, много радостных дней, семейного счастья, благополучия. Чтобы дети ваши вас никогда не огорчали, чтобы все вы были живы, здоровы. И еще желаю мирного неба всем над головой. Всем пока-пока, до следующей встречи.